Добрый день, дорогие дамы и господа, граждане Таджикистана, мигранты, борцы за свободу и за демократию. Все слои общества Таджикистана, инакомыслящие, от простого работника государственной структуры до верхушки власти, которые хотят освободиться от тирании, диктатуры и клановой системы. Сегодняшняя тема посвящена аналитике кланов. Перед тем, как я начну эту тему, сегодня третий день месяца Рамадана, священного месяца, месяц прощения грехов, месяц прощения обиды на друг друга. И я ждал именно этого месяца очень долго, чтобы обсуждать именно вот эту тему. Потому что и мировое сообщество, которое интересуется внутренней политикой и внешней политикой за границей, Таджикистаном и таджиками, и мигранты, и ученые, и оппозиционеры, и многие люди, которые имеют авторитет среди населения, народных лидеров, региональных кланов, которые по регионам Таджикистана есть. Они хотели, чтобы я именно вот это анализировал. Почему я? Потому что я человек, мой отец не работал в политике, моя мама не работала в политике и не состоялся в никакой партии. Я сам вырос, учился и работал в системе. И стал жертвой вот этой клановой системы. И при течение 11 лет, когда я работал в Таджикистане, я изучал эту тему очень досконально. И выходя за границу, тоже изучал досконально. И там мне были помехи насчет этой темы. И за границей очень много помехов было. Потому что я из простой семьи и вышел на политическую поле. А в политическом поле есть система, которая свой, чужой. Я был чужим. И поэтому вот такие ситуации были. Но я обиду не возьму на себя и не сержусь ни на кого. Потому что я как человек, может быть, я интересовался и должен был пройти вот это все. Поэтому, как Абрахам Линкольн говорил, государство, созданное со стороны определенных групп, определенных кланов, определенной партии, будут работать в пользу, в интересах этих кланов, групп и партий, если даже создаст демократическое государство. А государство, созданное со стороны народа, выбранные со стороны народа, будут подчиняться народу и будут служить народу. Для достатка народа. Чтобы народ жил хорошо. Поэтому я вас всех, кто будут смотреть меня, я всех вас уважаю, что те, которые даже имена здесь будут фигурировать, я всех вас уважаю. Это на основании фактов будем говорить, на основании фактов, которые есть в пространстве интернета. Поэтому многие из нас находимся за границей,
видим, узнали много систем политик многих стран. Во многих странах, когда они пришли в демократию, в Америке, в Европе, во многих странах, очень многих развитых странах, они тоже переходили вот этот этап. Когда они переходили в демократию, там тоже управляли определенные группы и кланов. И шел война, и потом переходили на прямую демократию, нормы законов, которые управление по прямой демократии, который государство напрямую подчиняется народу, а народ избирает власть, и все ресурсы подчиняются народу. Поэтому не будем это брать, еще раз говорю, поэтому я выбрал месяц Рамадан всерьез. Нам надо исправиться. Это видео для цели исправления. И не будем искать минусы и плюсы друг друга. Это требовали от меня и народ Таджикистана, и инакомыслящие, и демократично мыслящие, и мировые интересующие лица с политикой Таджикистана внутри страны и за границей. Поэтому сейчас будем анализировать на основании фактов. Пошли. Вот все видно. Аналитика кланов. ЭР обозначает Эмомали Рахмон, клан Данлара. МР обозначает МУ, то есть У сделаем это. У обозначает Махмад Саид Убайдуллаев, клан Фархор. Один клан, два клана. Данлара, Фархор. С этой стороны Саид Абдулла Нури, клан Гар, Мухиддин Кабири, клан того же. Война была в 1090 годах по 1098 году. Продлилась до 1098 году, примирились, разделили власть 70 на 30 и управляли до 2015 года. А сейчас будем смотреть видеоролик, который Эмомали Рахмон сам подтверждает. Это старое видео, который там подтверждает Эмомали Рахмон сам, что есть в Таджикистане был клан и боролись за лидерство, чтобы прийти во власть. Все война это... Членство о разрешении ношения оружия, применения оружия, то есть использовали бронетехники против человечества. Это единственное у нас... Вот оттуда слушайте. Внимательно здесь слушайте. Вот. Господин президент, вы сказали, что у конфликтной ситуации в Таджикистане, которая так трагически переросла в гражданскую войну, было много причин. И насколько одна причина состояла в том, что разные кланы на территории в Таджикистане боролись за лидерство государства в общенациональном чтобы прийти во власть. Так ли это? Существует ли эта проблема сейчас? Знаете, если так когда судить по старым временам, это немножко... Слушайте внимательно. Слушайте. Так, и в настоящее время не существует... Он отрицает часть? Я бы сказал, претензий и претендентов власти, сейчас. борьбу за власти. Это было действительно... Было, действительно. Готовилось очень долго. Лидеры сами признают. Доскональных фактов есть. Вот оттуда началось. Вот все предстоящие эти наши события, которые понесли собой. Вот Эмомали Рахмон видели, что
подтверждал, что клан существовал, и боролись они с 1978 года. Потом началась война, потом продолжалась война, примирились и разделили власть. Окей. Поняли, что это на основании фактов. И он не отрицает. А потом что случилось? Будем говорить четко. Это Дмитрий Буриев. Он служил ОМОНе, Республике Таджикистан, вот этому Эмомали Рахмону. Это сейчас. Это Рустам Амакиев. Он служил тоже командиром Альфы, служил Эмомали Рахмону, вот этому клану. Их отправили они на задержание вот этого человека, Абдугалим Назарзода. Абдугалим состоялся пивити вот этому клану Мухиддину Кабири и Саида Абдулло Нури. Но Саида Абдулло Нури исключаем, потому что он после примирения видел все это грязь, что отравляя друг друга убивает, он вышел из игры. Он был духовным человеком и вышел из игры. Этого исключаем Саида Абдулло Нури. А он служил, например, вот пивиту. Эти офицеры он подчинялся этому клану. Те двое, которые Дмитрий Буриев и Амакиев, служили этому клану. Отравляли друг другу и убивали, уничтожали. Потому что они много чего знали про все это, этих кланов, и не нужен был свидетель. Это Мирзо Зиёев. Мирзо Зиёев тоже служил вот пивиту, а ему, как один запись есть, Мохаммад Ихбола Саддин, который там ему позвонит Шукурджон Зухуров из этого клана. Он бывший Раис Маджлиси Милли Маджлиси Оли в Таджикистане. И он вызвал его на ловушку, и его, ликвидировали ихние люди. Убили. Потому что эти люди не слушали вот этих принципов кланов. А во время операции Абдугалим Назарзода из обоих сторон убили вот Рустама Амакиева и Дмитрия Буриева и много людей. Это самые главные офицеры. И получил генеральское звание вот этот человек. Он Конгородзода Фоте из клана Дангара, первую генеральскую должность после операции Ходжалим Абдуназарзода получил. Они отравляют друг друга против друг друга, убивают. Это молодые кадры Эмомали Рахмона из клана Дангара, они становятся генералами. Окей. Поняли. А теперь это Гафор Мирзоев. Он был генералом Национальной гвардии Республики Таджикистан и служил клану Эмомали Рахмону. Его тоже, когда он не слушал, его тоже в тюрьму посадили. Это Якуб Салимов. Он был министром МВД Республики Таджикистан. Он служил тоже Эмомали Рахмону, вот этому клану. И его тоже, когда он из контроля вышел, его тоже посадили в тюрьму. И потом долго сидел в тюрьме и освободили. А этот Салихов, бывший министр МВД Республики Таджикистана, его стреляли дома. Он тоже вышел из контроля и его убили. А это Олег Захарченко. Его отправили на задержание Мирзо Худжа Ахмадова с этого клана. Его тоже убили. Потому что эти люди много чего знали. Избавиться от свидетелей. А
Почему я это говорю? Потому что я сам жертва этой системы, и я говорю про этого человека. Этого человека я знал, он проходил, я был следователем в одном разбойном нападении, дело было по факту. Этого человека зовут Одинаев Худой Назар, он состоялся вот этому клану Мухиддину Кабири, вот рядом с ним. И этот человек был разбойное нападение, во время задержания он взорвал себя, я был следователем, осмотр места происшествия, когда я пошел на осмотр места происшествия, он там истекал кровью, но был живым. До приезда скорой он материл Мухиддина Кабири. Оттуда у меня началась проблема из вот этой уголовной делы. С этим уголовным делом фигурировал Кодиров Джоми и Рузи Пахлавон и другие члены исламской партии. И там фигурировал имя Мухиддина Кабири, когда мы, как следователи, ни в чем, мы на этих кланах не относимся, мы просто простые солдаты, служили, вот закону служили. А когда мы начали, хотели допрашивать в качестве свидетеля, какое отношение имел Мухиддин Кабири с этим человеком, но нас не пропускали. 2012 год был, Мухиддин Кабири был депутатом парламента, и он имел депутатские неприкосновенности. Ну ладно, нас не пропускали, но оттуда у меня началась проблема, почему я интересовался с этими людьми. Потому что эти люди хорошо охраняются со стороны Государственного комитета национальной безопасности. Тогда хорошо охранялись. И оттуда я интересовался политикой. И сейчас, в данное время, если взять вот этих людей, например, короче, те люди, которые служили им, они, когда они не слушали эти солдаты, многие, что Джалим Абдуназар Зода, что Олег Захарченко, что все люди, которые знали много чего, они ликвидировали. После вот, когда он, вот его, короче, он взорвал себя, вот это уголовное дело, типа, да, короче, этим служил и этим дал. Вот этот человек получил первую генеральскую должность. Вот. Бузмаков Абдурахман Аламшозурда. Все вы это его знаете. Он из клана Дангара. Он вот проводил эту операцию насчет ликвидации вот этого человека и получил генеральскую должность. Это молодые кадры Эмомали Рахмона. Они дают простого народа и простых солдатов, чтобы карьерную лестницу делать своим людям из кланов. Окей. Поэтому сейчас анализировать будем данную ситуацию. Все эти люди, которые что со стороны Эмомали Рахмона, вот Олег Захарченко, что Салихов, что Гафор Мирзоев, что Якуб Салимов, что Рустам Амакиев, все эти люди перед того, когда их задержали или ликвидировали, они материли и нецензурные слова говорили в отношении Эмомали Рахмона и Убайдуллаева, Мамасаид Убайдуллаева. Перед смертью или в тюрьме, когда его задержали. А те люди, которые Оджалим Абдуназар Зода или Мирзо Зиёев, я Мирзо Зиёева знал, потому что знал как человека. И эти люди, они материли, например, Мухиддина Кабири. И даже вот этот человек, который я сам видел своими глазами, материл Мухиддина Кабири. Почему? Все это должно быть ясно нам. Это борьба, клановая система, война. А простой народ, простой народ. А сейчас что идет? А сейчас данное время. А теперь анализируем данную ситуацию, которая Таджикистан. С 2019 года по 2022 года. Вот берем Суроб Зафар, племянник Гафор Мирзоева. Вот Гафор Мирзоев. Сейчас покажем. Вот это Гафор Мирзоев. Вот. Он служил
Эмомали Рахмону Суроб Зафар служил. Гафор Мирзоев и племянник его, и он в разведывательном батальоне Национальной гвардии служил. А сейчас он из этого клана опять лидер группы 24. Шарафиддин Гадоев из Фархора. Махмад Саид Убайдуллоев из Фархора. Глава Государственный комитет национальной безопасности Саймуми Ятимов из Фархора. И он, Шарафиддин Гадоев, считается заместителем Национального альянса Таджикистана. Он опять эти кланы. Опять эти кланы. А Мухиддин Кабири мы сами знаем. Это была аналитика и на основании фактов. И в данное время, вот, человек, Иззат Амон, не состоялся никакому клану, когда он начал иметь авторитет среди народа, среди мигрантов, его задержали, отправили в тюрьму. Каромат Шарипов, когда он не имел все общего с этими кланами, он когда начал, иметь авторитет среди населения, среди мигрантов, его тоже, депортировали и там убили. Максуд Ибраимов, его тоже похищили. Он тоже был группа 24, но он не имел связи с этими кланами. Амредин Аловачоев, лидер Памира, который имел авторитет среди населения, его тоже. Умарали Хуватов раньше работал с этими кланами, и когда он вышел из контроля, его тоже ликвидировали. Чоршанбе, это молодые ребята, которые имели авторитет, например, среди населения, они его тоже депортировали и посадили в тюрьму. Это, тоже из группы 24, который он тоже не имел связи, что-то знал и депортировали. Это Махмад Рузи Искандаров, который тоже состоялся этим кланом, и когда не подчинился, его убрали. Вот это был аналитика на основании фактов. Поэтому я всех вас, что лидеры оппозиции, что Мухиддин Кабири, что со стороны власти, те, которые сидят там во власти, те даже, которые суров за всех вас, я уважаю вашу идеологию насчет демократии, уважаю. Но народ хотел именно эти народ и мировое сообщество, и те страны, которые интересуются политикой Таджикистана, хотели это все узнать. До каких пор мы, таджики, мы все, кем бы он ни был, мы все будем убивать друг друга ради интереса друг друга. За всеми этими играми, кто стоит, тоже я знаю. Поймите, я тоже знаю. Но Эмомали Рахмон, он остался, это наша главная цель. Наша цель, Эмомали Рахмон. Он убрал и Махмад Саид Убайдуллоева, и Саид Абдулло Нури, и Мухиддин Кабири вас, и Гафор Мирзоева, и Шарафиддин, всех вас убрал. Всех вас поставил на такую ситуацию. Но сейчас мы живем в 21 веке, и это век инноваций, технологий. Если реально считать это все, за этими все играми стоят определенные люди еще, которые, как говорил Лоих Шерари, душманони ватанам аджнаби хориджи. Но его тоже убили со временем. Поэтому тот человек, который будет знать все, мы будем ликвидировать. Как эти люди, которые из кланов, будут ликвидировать? Из простого народа, когда, как я, например, как другие, которые я показал, из фактов, это факты есть. Когда интересуются политикой, очерняем, будем компромат собрать против него, или разными путями его, чтобы
депортировать или там, или здесь очернить в любом стране, что в России, что в Европе, в любых странах, и делать свои вот эти игры. Но со мной это не получится, я слишком умный человек. И я очень долго шел, чтобы узнать все это, очень много времени тратил. Но сзади всех этих игр кто стоит, еще я знаю, я много чего знаю. Но до каких пор мы таджики все, месяц Рамадан. Эта система называется, как Троцкий говорил, эксплуатация человека над человеком. Многие солдаты, офицеры, как я был, были жертвами этих ситуаций, что со стороны Пивита и что со стороны Эмомали Рахмона. Наша цель диктатор Эмомали Рахмон. Не пора ли нам собраться уже вместе? Правильно? Надо собраться, все эти кланы от всех регионов, 68, например, городов и районов есть Таджикистана, у всех регионов есть кланы, и все надо собираться, и надо брать один цель, чтобы делать революцию и создать государство. Поэтому, как говорил Бенджамин Франклин, демократия это когда два волка и ягненка голосуют насчет объединенного меню. Свобода это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат того голосования. Бенджамин Франклин. А Бисмарк говорил, революцию придумывает гений, осуществляет фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы. Это те, кто политику понимает, должен понять, что обозначают эти вещи. Я был, фанатиком, служить своей стране, патриотом своей страны. Но со временем я стал гением, и такие, как я, очень много я готовил, очень много есть таких людей, и внутри страны, и за границей очень много таких людей, которые мы не хотим, чтобы проходимец пришел во власти и сделал из нашего народа опять рабами. Наша цель — создать государство, которое там будут жить. Люди в достатке, свободно, счастливо, чтобы улыбка была у них в лице. Но я знаю, что политическое поле не поле таких людей, как я, но я уже зашел, я буду играть в этом поле. А сначала, как говорил Махатма Ганди, революционером был он тоже, когда из простой семьи выходит человек как революционер или политическое поле заходит, сначала они на тебя не обращают внимания. Потом смеются над тобой. Затем борются с тобой. А потом, когда они осознают, что ты умнее всех, они будут уважать и будут поддерживать. Поэтому я уважаю вас всех до единого. Я вашу идеологию уважаю, ваше мнение уважаю. Но пора нам из всех стран, которые приняли демократические системы, Америка и Европа, все прошли вот через вот то, что я сказал, вот через этого они тоже прошли. Там тоже сначала управляли вот группы, кланы, вот уничтожали многих людей, но потом умные люди от этих наций появились и создали государства с развитыми системами жизненной
жизненного общества с достатком своего народа. Поэтому я ваш друг, я вам не враг, я никому не враг. То, что было, я давным-давно, как сказал, как я интересовался, откуда началось, я все это знаю, потому что это было такое ограждение, политическое ограждение, что там чужим нельзя, но я зашел, вышел разными путями. Но я изучал очень много времени, проводил очень много времени своей для изучения политики, политологии, системы, тактики. Очень много читал. Я вам друг, я вам не враг, я вас уважаю, я 99% вас уважаю. Сейчас 21 век, век развития, век. Сейчас, если анализировать четко, особенно это касается лидеров партии, может быть, вы умнее меня и много чего видели. Вот если обсуждать реальное времени и реальные цифры управляет, вот, например, Мохаммад Ихбол Садриддин, да, он блогер, и у него просмотров много. Почему? Его отец тоже был певитель, и он знает систему политического управления, систему исламской партии. Почему ему не дать политическую полю? Потому что он же знает, он из вас. Или потому что народ принимает его и много просмотров. Если Мухиддин Кабури выступает, мало просмотров. Если Мохаммад Ихбол выступает, много людей смотрит. Потому что народ его принимает, народ любит нового. Или Хусейн Ашуров, если принимает, много народов смотрит, а Суроб, если выступает, мало народов смотрит. Это то, что народ принимает. Я от имени народа говорю, из чистой аналитики говорю. Или Салмон, или другие, много очень всех блогеров, которые есть, и что исламской партии, и что группы 24, и много инакомыслящих блогеров, что внутри страны, что... Почему не дать им возможность зайти в политическое поле? Потому что народ же их слушает, народ же их принимает. Я уважаю вас всех. Это был аналитика. Не берем все это всерьез. Мой цель – объединение всех. И, как сказал, наш цель один. И это клан Эмомали Рахмона, потому что он ослабил всех кланов по всем регионам. Только своих оставил. И просто нам пришло время перестать вот эти такие игры играть, потому что сейчас 21 век. Молодые ребята, как я, если чтобы узнать все это, чтобы ознакомиться с политикой, потерял все, что имел. Даже за границей пришел, здесь тоже помехи были, критики, помехи, очернения, наблюдения и травить людей против. Это зачем? Мы все таджики и единая нация. Наш цель, еще раз скажу, создать государство, которые там будут все равны перед законом, и там будут жить первым люди в достатке и счастливо. Потом свобода. Поэтому мой цель – объединить вас всех. Меня сказали, чтобы я выступал, и вот эту аналитику вам сказал. Я 99% из числа оппозиции, из числа вот этих групп, всех вас уважаю. Вашу идеологию уважаю. И со стороны государственной власти, что там тоже очень много людей, которые любят свою страну, свой народ, тоже вас уважаю. Но не пора ли нам всем создать государство? Потому что это очень плохо кончится. Очень плохо.
для всех. Потому что время клановой системы по всему миру закончилось. Время группа лиц, которые управляют властью, закончилось. Мы живем в современном мире и живем уже за границей и все это знаем. Поэтому я вас всех уважаю. Будьте добры, не берите все в сердце. Поэтому я выбрал месяц Рамазан, чтобы не брать все это в сердце. Надо всем исправиться. Цель наша едина, одна, клан, который всех кланов убрал. Это не моя ошибка, я не состоюсь ни к какому клану, ни к какому группу, ни к какому партию, ничего не было. Я был простым полицейским, который работал в этой государстве и хотел защищать свою страну, свой народ. Но попал в вот такие ситуации из-за того, что интересовался политикой. Поэтому, если где-то я сказал неправильно, извините, простите, месяц Рамазан. Поэтому я всех вас уважаю. Пора нам собраться. Если все соберутся, потом я скажу еще такие тактики, я вам покажу, что 100 пудов, миллион пудов гарантиями свергнем вот семью Эмомали Рахмона из власти. Потому что я это вам гарантирую. Если соберемся. Если не соберемся без вас, это будет, хотите не хотите, свергнуться, это клановый режим, клановая система, клановые игры, все это закончится. Хотите вы, не хотите. Будет все в пользу народа, потому что решение принято в пользу народа. Спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели. Поставьте видео лайк и распределяйте другим людям, чтобы все люди мы поняли, мы все таджики, единая нация, и наша цель создать государство, которое там мы будем жить в достатке и свободно и счастьем. Будет так.